Дорогие друзья, наша следующая номинация называется «Храброе сердце». Но в этой номинации нет победителя. Очень трудно выбрать одного человека среди такого большого количества смелых и решительных людей, и это далеко не весь список. Внимание на экран. Премия «Гордость Кавказа». Номинация «Храброе сердце». Кавказ всегда славился своими воинами, артистами, мастерами, спортсменами, врачами. Но есть на Кавказе люди, которые никогда не старались стать знаменитыми, но их знает вся страна, благодаря их храбрым сердцам. Это простые люди, которые совершили гражданский подвиг. Они, не задумываясь, рисковали собственными жизнями, чтобы спасти жизни других людей. В 2013 году боксеры сборной Дагестана спасли пассажиров из горящего трамвая в Хабаровске. В сентябре 2017 года 9-летняя школьница Милана Юсупова из села Бабаюрт в республике Дагестан, случайно оказавшаяся у горящего дома, спасла 2 девочек 5 и 6 лет. Этим летом чеченская журналистка Шайман Абубакарова спасла 2 тонущих в Каспийском море детей. Там же, на Каспии, на городском пляже «Березка», 2 молодых дагестанцев, Магомед Амин Муртузалиев и Шамиль Давудов, спасли 3 тонущих людей. В январе этого года 44-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Шомахов вместе с сотрудником ГИБДД Алексеем Коняевым вытащил из ледяной воды девушку, автомобиль которой в результате аварии упал в Москва-реку. В июле прошлого года чеченцы Амхат Эдилсултанов, Анвар Эдилов и Ваха Саидов спасли 6 женщин, которые едва не утонули в Каспийском море. 6-классница Аминат Муслимова и 7-классница Аида Садыкова в селении Кумух Лакского района Дагестана спасли тонущего в озере 4-летнего мальчика. В июне 2016 года уроженец Дагестана Магомед Исаев спас жителей Санкт-Петербурга от напавшего на них маньяка. В январе 2016 года в Астраханской области, пытаясь спасти ребенка из горящего дома, погиб 19-летний дагестанец Магомед Абдулхаликов. В феврале 2015 года школьница из чеченского села Шали Хеди Хатаева спасла тонувшего мальчика, упавшего с моста в реку. 1 октября текущего года житель Махачкалы Гамид Мамедов, рискуя жизнью, спас из наполненного газом дома женщину и ее 4 детей. В сентябре 2014 года ингушский студент Ислам Картоев, не дожидаясь спасателей, вошел в пылающее здание общежития и вытащил из огня женщину с 2-месячным ребенком. 18 февраля 2014 года в Астрахани братья Архан и Сархан Мамедовы и их товарищ Роман Казаченков на себе вытащили из горящей квартиры женщину с детьми. В июне 2013 года в Тюмени 18-летний студент из Чечни Шамиль Манаев пожертвовал собственной жизнью, чтобы спасти тонущего друга из воды. 24 июня 2013 года 24-летний житель Махачкалы Марат Рахметов в подмосковном Звенигороде спас 2 тонущих девочек, но сам погиб. В июне 2010-го 19-летний Малик Ахмадов спас тонущую девушку, но сам попал в водоворот и находился в состоянии клинической смерти. Юношу спасли, но он остался инвалидом. В 2011 году в реку Кубань упала машина свадебного кортежа. Проезжавший мимо карачаевец Марат Батчаев остановился и, не раздумывая, бросился в воду, чтобы спасти водителя «Волги». В июле 2017 года дагестанец Рашид Салахбеков ценой своей жизни спас тонущую девушку, отдыхавшую на пляже в Серебряном Бару в Москве. В 2015 году лесник из Хурханского района Зейнудин Батманов ценой собственной жизни спас молодую семью с 4-месячной дочерью и предотвратил нападение на полицейский наряд. В феврале 2017 года в Норильске 25-летний Заурбек Мелкумов из Осетии спас 3 человек от пожара. В июле 2017 года в Ингушетии очевидцы аварии Исса Гадзиев и чеченец Адам Кадыров, рискуя собственной жизнью, бросились спасать пассажиров из горящего автомобиля. Кавказцы проявляют мужество, где бы они ни находились. В
Все помнят историю 2011 года, когда два товарища, 17-летний Мавсар Джамаев и 16-летний Рустам Даудов, оба родом из Чечни, на острове Утойя в Норвегии помогли спастись от пуль террориста Брейвика 23 подросткам. Летом этого года чеченцы Адам Усманов и Беслан Дукаев спасли во Франции 5-летнего мальчика, тонувшего в реке. В марте 2016 года почтальон-дагестанец Ренат Исрафилов, работающий в Австрии почтальоном, спас 89-летнего пенсионера. Это лишь малая часть просочившихся в СМИ гражданских подвигов представителей Кавказа. Мы говорим этим героям огромное человеческое спасибо за их храбрые сердца. Удивительно, что в наше время, когда создается современное оружие, техника для войн и уничтожения сотен тысяч, существуют люди, которые рискуют собственной жизнью, чтобы спасти другую жизнь, зачастую жизнь совершенно незнакомого им человека. Невозможно оценить их подвиг. Давайте просто встанем и аплодисментами этого 5000-го зала скажем им спасибо за их подвиг. Спасибо.